Фамилия, имя, отчество, год рождения. Мои? Ваши. Щербакова Айгуль Азат. Первый ты говори. Да я и хотел. Ну и говори, раз хотел. Щербаков Сергей Олегович, 1989 года. Щербакова Айгуль Азатовна, 1991 год рождения. Супруги, что ли? Да. Мы год назад поженились, а и вместе учились. Ребенок ваш? Вот как бы тут вот сложность. Путаница просто вышла. Тот, который мальчишка, он как бы наш. А которая девочка, это Ленкина дочка Оля. Оля. А кто такая Ленка? Ленка – это соседка наша. Моя подруга. Мы с ней вместе в первом роддоме рожали. Семенова Елена Игоревна, так? Да. Вы ее тоже арестовали? Нет. Вашего сына зовут Александр? Ну, в общем-то, да. А кто такой Салимжан? Это тоже наш сын? Так у вас два сына? Нет, один. Что-то ничего не понимаю, честное слово. Мы вот тоже путаемся немножко. У нас в семье такая путаница. Да. Так вы что, не знаете, как зовут ваших сыновей? В этом-то все и дело. Мы сейчас вам все объясним. У нас недавно с Айгулькой родился сын. Но я их поехал из роддома забирать. А у Айгульки родители из богатых собов. Они уже давно городские, в Казани живут со школьных лет. Но это не важно. А бабушка у Айгуль верующая мусульманка. А у меня мама такая же, христианка, верующая. Православная. Ага, православная. Ну и вот тут-то и вышла проблема. Как ребенка-то называть? Позавчера к Айгуль приходит ее мама. Ой, Игорь, у меня к тебе серьезный разговор. Вы думали, как назвать ребенка? Пока решаем. Хоть по-русски или по-татарски? Сложный вопрос. Пока не решили. Что, и крестить будете? Да не знаю я. Айгуль, ты меня знаешь. Я к этим вопросам отношусь терпимо. И Сережа мне твой нравится. Но Даванике 75 лет. Для нее мусульманская вера – это все. Она жаба-стай. Если она узнает, что ее внук крестился и носит русское имя, для нее это будет удар. Мы думали, ребенок сам выберет себе веру, когда вырастет. Я понимаю. Но для Даваники будет шок. Это может подорвать ее здоровье. Прошу тебя, ради ее здоровья, дайте ребенку хорошее мусульманское имя. Ну и какое это имеет отношение к делу? Большое. Мы просто хотели какое-нибудь универсальное имя дать. Да, Марсель, например. Ну, популярное татарское имя. Вот чем? Марсель Салимжанов. Ты режиссер такой в Камаловском театре. Я знаю, кто такой Марсель Салимжанов. Ну и что? Да нам просто в мечети сказали, что Марсель – это не мусульманское имя. Да ерунда это. Мне племянник Марсель. И имя нашептали, и никак прочитали. Все хорошо. Мулла сказал, что видел этот город очень красивый. А нам Мулла сказал, что Марсель – это в честь революционера. Дайте, говорит, ребенку нормальное татарское имя. Ну, мы подумали, если не Марсель, то Салимжан. Салимжан – хорошее имя, Салимжан. Так в чем проблема-то? Как в чем проблема? На меня-то мать тоже давит. Сережка, глаза у тебя красные. Но мы с Айгулькой не спали всю ночь. Салимжан орал до 5 утра. Кто?
Ну, мы с Айгулькой. Салимжан? Вы что, ребенку татарское имя дали? Может, надо было сначала посоветоваться? Ну, родители Айгулькины предложили. Мы пока думаем вообще. Он у вас что, мусульманином будет? Мам, мы пока ничего еще не решили. Да нет, Сереж, нет, я без предрассудков. У меня вон в школе первая любовь татарин был. Я за него чуть замуж не выскочил. Был бы ты сейчас у меня тоже татарин. Сереж, а кто ребенку будет мусульманскую веру прививать? Молитвам учить? Бабушка Айгуль? Так ей 75 лет. А родители Айгуль, насколько я заметила, не очень верующие люди. Намаз не читают. Папа, между прочим, и водочку пьет. У нас папа тоже водочку пьет. Еще ни одной молитвы не знает. Твой папа христианин, ему можно. А мусульманам алкоголь харам. Запрет. Мам, мы с Айгулькой решили, что пусть он сам себе веру выбирает. Вот вырастет и выберет. А ангел-хранитель, Сереж? Должен быть у ребенка ангел-хранитель, а? Не дай Господи, упадет, подскользнется, а? Мам, он даже головку еще не держит. Ну, Не держит головку, не держит, скоро будет держать. Сереж, ребенка надо крестить как можно скорее. Ну и как вы эту проблему решили? тут как-то все само собой получилось. Просто на следующее утро Алло, дама, привет. Привет, Сереж. Ну что, подумал над моими словами? Ну да. Ну и как? Ну как ребенка-то решили назвать? Алло, Здравствуй, дочка, как дела? ужасно. Всю ночь не спала. Орал. Матрас описал. Мы перевернули, он в другую сторону описал. Всю ночь пришлось на мокром матрасе лежать. А Сережа вообще на полу лежал. Клееночку надо подкладывать. Да мы подкладываем. Он и клееночку описал. Все описал. Дочка, завтра Вероника приезжает из деревни. На сына вашего посмотреть. Как вы его назвать-то решили? Ну и? Саша. Салимжан. Что? Так вышло, мы не специально. То есть вы одним родителям сказали, что его зовут Саша, другим Салимжан? Но я сразу не сообразила, что делать. Ну что вы хотели? Я уже неделю не спала. В голове все перепуталось. Само по себе вылетело. Да и у меня. Нет, а что я должен был сказать? Вот вы бы на моем месте что сказали? Я бы промолчал. Промолчишь тут, когда на тебя давит. Мы же из лучших соображений думали, а потом родителям все разъясним. Ну и что вы сделали, когда все скрылось? Да в том-то и дело, что ничего не раскрылось. Тем же вечером все родители собрались у нас. Все ночи я Что возле ты Сереги вспоминаешь? стоял. Тогда памперсов Она не было. плакала всё время. Памперсов Она не было. просыпалась Сейчас один есть, раз слава за богу, ночь памперсы. покормить. Памперсов. Так, все, короче. Памперсов им просто вагон, и все. Я хочу поднять тост за то, что мы теперь единая семья. Да. И с легкостью преодолеваем все трудности, которые могли бы встать у нас на пути. За нас с вами. Честно говоря, я думал, что у нас могут возникнуть какие-то там разногласия. Недопонимание, ну, с вероисповеданием ребенка. Или там с именем, например. Да, точно. Я так нервничала. У меня прям сердце из груди выпрыгивало. Тем более завтра мама приезжает из деревни. А я так волнуюсь за ее здоровье. Она ведь у нас абыстай.
Извините, а что такое абустай? Ну, это что-то вроде женщины муллы, уважаемая женщина, которая молодых наставляет в вере. Вы же понимаете, что значит для нее ислам? Конечно. Мы вам очень благодарны, что пошли нам навстречу. Да что вы. Это мы вам так благодарны. Ребята, Айгульчик, Спасибо вам. Серега, я хочу вам сказать, что ваш сын и наш внук для наших обеих семей это самое главное достижение в нашей жизни, правильно? Да. Не важно, как он называется, какое у него. Слава Богу, наконец наш человек обрел свое имя, вероисповедание свое обрел. В общем, пусть будет здоров и счастлив. Ура! За раз! Ура! Разбудили. Ну что, я думаю, в воскресенье поедем Сашеньку крестить. Да, воскресенье самое, это очень Хорошо, удобное время, да? Сашу? Мы думаем поехать в Раифский монастырь. Мы решили в Раифе. Да, Раифа, хорошее место, хороший вид. Да, хорошая. А кто это Саша? Я думаю, что Сашу надо обязательно крестить. Ну, конечно, Он же Александр. Конечно. А, кстати, Александр, да. Александр по-татарски будет Искандер. Искандер, я тебе говорю. Красиво А что звучит. Саша тоже недавно родился? А что значит тоже? Как наш Салимжан. А Салимжан это кто? Салимжан. Ну, у меня отец весь в деда. Шутит. Каждый раз так шутит. Но Салимжан очень важный член нашей семьи. Я купил его, да? А ты нравился. Я что думаешь, я не помню? Я отлично помню, что Салимжан очень важный член нашей семьи. Кстати, такой же, как и наш Саша. У нас у мусульман после рождения принято приглашать муллу, чтобы он почитал молитву ребенку и на ушко назвал имя. Это называется нашептать имя. Так что мы с Салимжаном в воскресенье пойдем в мечеть. Вообще К отлично. Абдулле Хазрату. Хороший мулла. Он нам никак читал. Отлично, вообще все одним днем сделаем. Мы с Аней в Раифу, вы с Салимжаном в Мич, а потом сюда вернемся, можно все А отметить. это уж само собой. Давайте за то, что мы так легко находим между собой За мир и дружбу, взаимопонимание. за Сашу, за Салимжана, ура, ура, ура! Как мы рады, как мы рады. Мы-то как рады. То есть на один день вы назначили и мечеть, и церковь, так? Да не мы назначили. Так вышло. Само по себе. Мы не виноваты. Но почему хотя бы не в разные дни? Мы их уговаривали. Но не вышло. Им надо обязательно в один день. Можно подумать, если в другой, то мир рухнет. А какой на самом деле обряд вы собирались проводить? Оба. Не понял. Оба? Мы просто с утра хотели крестить ехать, а после обеда хотели в мечеть. Ну и чтобы получилось так, чтобы родители друг друга не встретили. А вам не кажется, что это грех? Да мы не особо верующие. Просто хотели сохранить мир в семье. У меня подруга с мужем в один день венчались и никак прочитали. Ничего, нормально живут. У них уже 3-й ребенок родился. Квартиру, ипотеку взяли. Нет, мы не против традиций. Просто мы решили так. Когда ребенок вырастет, он сам себе веру выберет. Да. А тут мы еще ему и задачу упростили. Если он хочет быть мусульманином, пожалуйста. Ему уже имя прошептали. А если христианином, он уже крещенный. Ну так нельзя. По вере нельзя. Не боитесь, что Аллах или Бог накажет вас за это? А за что нас наказывать? Мы же ничего плохого не хотели. Мы хотели мир сохранить в семье. А это Аллаху угодно. Блаженные миротворцы. Вот. Почитай отца и мать своих. Ты у нас вообще эрудит. Только крестишься слева направо, как католик. Больно ты разбираешься, смотрю, в католиках. А сама над мужем насмехается. Мусульманская жена. А я и не претендую.
Да ты претендуй, мужа уважать надо. Ой-ой-ой. А хватит, хватит. Дома будете разбираться. Ну что дальше было? Ну, короче, план этот тоже не так гладко пошел. Золотой мой мальчик. Пойдемте побыстрее, а? Папа уже подъехал. Сейчас. Еще раз проверю, все ли взяла. Давайте побыстрее, ребят. Нам надо быть в храме не позже 10. Мам, все в порядке, успеем. Никуда не опоздаем. Все взяли? Все, памперс взяла? Да. Все, пошлите. Слушайте, а где ложка у нас? Да я знаю. Ложку где? Айгуль, давай быстрее, опаздывай. Я быстро. Алло? Дочка, доброе утро. Вы уже проснулись? Да, уже проснулись. Мне позвонил Абдулла Хазрат. Он сегодня в обед не может, так что мы договорились встретиться 10:30 в мечети. Мы с Даваникой уже к вам едем. Как 10:30? Мы не можем 10:30. У меня дела. Мы еще не готовы. А мы вам с бабушкой поможем? Она из деревни приехала. Очень хочет на Салимжана посмотреть. Мам, не надо сейчас приезжать. А мы уже в такси подъезжаем к вашему дому. Что нам разворачиваться-то? Так что встречай нас через 5 минут. Ну? Что случилось? Кошмар, вот что случилось. Мама с Даваникой через 5 минут будут у нас. Они передоговорились с Муллой на 10:30. Так как это передоговорились? И что делать теперь? Я не знаю, что делать. Так. Ладно. Смотри, короче, вот так. Ты остаешься дома, притворись, что у тебя живот болит, а я поеду крестить ребенка. А ты придумай что-нибудь. А что я придумаю, если ребенка нет? Не знаю, наври, обмани, потом выкрутимся. Все, бегом, время. Не знаю, что делать. Бегом в коридор, изображай больной живот. Ой-ой-ой. Что случилось? Живот схватило. Сильно болит? Сильно. Так это аппендицит, наверное. Надо скорую вызывать. Не надо скорую вызывать. У меня же слева болит, а аппендицит справа обычно болит. Точно, ты ехать не О, нет. Нет, думаю, нет. Не может. Сереж, нельзя так оставлять одну. Надо скорую вызвать. Не надо. А может, мне в туалет надо? Надо в туалет. Сейчас в туалет. Ничего, нормально. Она сейчас ходит в туалет, все нормально будет. А нам Езжайте без меня. Она потом на такси приедет, опаздываем, мам. Давай. Да, я Никак. в такси подъеду. Она на такси подъедет, видишь как? Все, давай, выходи. Айгуль, удачи тебе. Придумай что-нибудь, ладно? Сам придумай, раз такой умный. Люблю тебя. Слышишь? Люблю тебя. Думай.
Привет. Мне срочно нужна твоя помощь. Спасай. Что случилось? Ты решишь, что я сумасшедшая. Ну, говори уже, что случилось. Дай мне своего ребенка взаймы на 10 минут. Ты сумасшедшая. Ну вот, говорила же. Лен, ну пожалуйста, я тебе тортик куплю большой. Ой, Гуль, да не нужен мне торт, мне нельзя. Ну зачем тебе ребенок? Ко мне сейчас мама должна с Вероникой приехать, смотреть на сына. А Сережа его увез. А я не могу сказать, куда. Лен, давай я им твоего ребенка покажу, скажу, что он спит. И сразу тебе отдам. Ну они же поймут, что это другой ребенок. Да откуда они поймут? Он же завернутый. Да и они вообще его ни разу не видела. А тебя не смущает, что у меня дочка? Ах, да. У тебя же дочка. Да. Как назвали-то? Ольга. Красивое имя. Слушай, она же завернутая в пеленку. Если не разворачивать, они же не заметят. Лен, ну пожалуйста, 10 минут. Айгуль, ну не дам я тебе своего ребенка. Она сейчас проснется, мне ее кормить надо будет. А давай ты сама ко мне зайдешь. Посидишь 10 минут, я им покажу ребенка и сразу уйдешь. Ты ничего лучше не могла придумать? Не могла, времени нет. Лен, ну пожалуйста. Ладно, только на 10 минут. И тортик потом купишь. 3 куплю. Давай, давай, давай. Давай, давай в комнату, быстрее, быстрее. Гуля, осторожно. Давай, давай, давай. Так. Лена, ты можешь сейчас не кормить? Не могу, она же есть хочет. Но они не поймут. Здравствуй, Даня. Здравствуй, Хазем, здравствуй. Как я тебя давно не видел. Здравствуй, дочка. А где Сережа-то? Салимжанчик, коя? Он по делам уехал, а Салимжанчик там спит. Сейчас. Иди, Даня. Здравствуйте. Здрасте. Мам, Дани, это моя подруга Лена. Мы с ней вместе в первом роддоме рожали. А она что, нашего Салимжана кормит? Да. Ну, мы же с ней лучшие подруги. То она моего ребенка кормит, то я ее ребенка. Знаешь, одна в интернете сидит, другая кормит. Айгүл, миңа калса баланы әнисі өзі емізерге тиіш. Да ладно тебе, Вероника. Сейчас вообще детей смесями кормят. А тут натуральный продукт. Почему ты сама не кормишь ребенка? Ну... Ему сегодня мое молоко не нравится. Почему? А она селедку с утра съела. Вот молоко теперь рыба и пахнет. Дочка, ты что? Зачем ты утром селедку ела? Ой, даже не знаю. Я после родов такая глупая стала. Ты раньше жаным. Эй, кызым, разве по утрам едят селедку? От тебя же целый день пахнуть будет. Сама не знаю, о чем я думала. Пойдем пить чай. Спасибо. Ты ни за что. Какой крепыш. Сколько он весил, когда родился? 3700.
Я же говорю, крепыш. Вырастет, батером будет. Еще все девчонка в очередь стоять будет. Смотри. На нашего дедушка похож. Шавкат Бабай. Одно лицо. Брови точно такие же. А вот на отца совсем не похож. А я как раз думала, что на отца похож. Нет? Нет, совсем не похож. На Шавкат Бабай похож. У Шавкат Бабай, знаешь, какой борода была? Ой, бородище, один ладонь. А у тебя еще больше вырастет. 2 ладонь. Что с тобой? Я просто подумала, может, не надо бороду? Она сейчас из моды уже выходит. Мода приходит, уходит. А борода украшает мужчина. Да не хватит уже про бороду. На вот, варенье поешь. А это стерилизатор для посуды? Да. Она паром посуду стерилизует. А соски можно? Соски, поилки, бутылочки, все что угодно. Классная штука. А я со своей кастрюлькой до сих пор мучаюсь. А что себе не купишь? Дорого. Ну, а декретные маленькие. Ну что, чаю попили? Время без 15:10, пора заказывать такси. Здравствуйте. А улица Камала, 53. 1-й подъезд. Пожалуйста, с детским креслом для грудного ребенка. Спасибо. Ну вот, такси через 7 минут придет. Ну что, Салимжан, поедем в мечеть к мулле? В мечеть? Конечно. Мы сейчас Салимжанов повезем в мечеть к мулле. Он ему на ушко имя нашепчет. Очень хороший мулла Абдулла Хазрет. Он нам никах читал. Если хочешь, поехали с нами. Айгуль, а можно тебя на минуточку? Угу. Какая еще мечеть? Не знаю, Марджани может. Мы ни о какой мечети не договаривались. Лен, может, съездим в мечеть? Какая тебе разница? Ты все равно неверующая. Да пошепчет ей что-нибудь мулла на ухо. И все. Я к этим вещам, Айгуль, серьезно отношусь. Сегодня ее мулла мужским именем назовет. А завтра борода вырастет в 2 ладони какого-то вашего. Шавката бы вообще одна ладонь была. Неважно. Лен, я не знаю, что делать. Я запуталась. Я 3 ночи не спала. Айгуль, я тем более не знаю, что делать. Но я тебе одно скажу. Если через 5 минут мы не пойдем домой, я закачу скандал. Лен. Время пошло. Кызым, ты готова? Мам, может, сегодня не поедем? Как не поедем? У меня сегодня живот болит ужасно. От селедка? Да, от селедки. Да и Сережа уехал. Он так хотел с нами поехать. Дочка, это такое важное событие в жизни ребенка.
Абдулла Хазрат уже ждет нас. Он такой хороший Хазрат, он нам никак читал. Поехали, а? Ой, Азам, ты что наделала? Платье мне испортила. Как я теперь поеду? Не переживай, сейчас пойдем в больницу. Держи, держи. Сейчас застираем. Не волнуйся сейчас. Все будет хорошо. Все будет хорошо. Это такси. Скажи, мы через 5 минут выйдем. Да? Мы отменяем заказ. Мы тут платье запачкали. Извините. Дочка, подбери мне какое-нибудь чистое платье. Мам, у меня нет чистых платьев, все грязное. Да? Алло, Айгуль, у нас серьезные проблемы. Да неужели? Что еще случилось? Да мы сумку с детскими вещами дома оставили. Короче, Сашка описался, есть хочет, все пеленки мокрые. Да. Мы до монастыря не доехали, едем домой. Что? Не надо домой ехать. Не вздумайте сейчас домой ехать. Мы уже около дома стоим. Не надо домой ехать. У меня здесь мама и бабушка. И что? Ну придумай что-нибудь, Айгуль. Все, поздно уже. Все, пока. Проблемы? Еще какие? Лен, пошли на улицу. Куда? Да куда угодно. Слушай, пошли к тебе в гости. Да нельзя ко мне. Мам, пошли к Лене в гости. Ты что говоришь, Айгуль? Нам же в мечеть надо. А, поехали в мечеть. Только быстрее, быстрее. Как я в таком платье поеду? Да по дороге переоденешься. Как по дороге? Да по дороге в такси переоденешься. Айгуль, ты что? Тихо, тихо, Ну, быстрее, тихо, тихо. Давай быстрее. куда? Осторожно, но с конца-то концов. Ой. Здравствуйте. Здрасте. А вы куда? Вас встречать? Это, наверное, Салимжан. Наверное. У нас вот Саша. Мы вернулись. Какой еще Салимжан? Что тут происходит, Айгуль? Да некогда объяснять. Подыгрывай. Что значит Айгуль? Что тут происходит, Ленка? Я сама ничего не понимаю, я домой хочу. Слушай, может, ты что-нибудь сделаешь, а чтобы я домой сегодня попала? Постараюсь. Нет, я вот это вообще не люблю. Ну, когда планы рушатся, возвращаться пришлось с середины пути. Неизвестно, когда мы теперь доберемся до Раиф. Вы уж извините, что встретила вас в таком виде. Айгуль мне на платье пролила варенье. Ничего, ничего, это бывает. У меня на работе, да, уже один чудак, целый стакан кофе. На совещание пришлось так идти. Я на совещание Мы хожу. пытались застирать, но только хуже получилось. У Айгуль не нашлось ни одного платья. Дочка, ты мне хоть штаны с рубашкой найди. Сейчас найду. Саша очень на Сережу похож. Прямо один лицо. Ну и чего, это же естественно, нормально же, должен быть похож. Саша больше похож, чем Салимжан. А чего, Салимжан тоже на Серегу должен быть похож, что ли? Прямо даже не знаю.
Салимжан на дедушка похож. На Шавкат бабай. Дети в этом возрасте так быстро меняются. То на папу похож, то на маму, то вообще неизвестно на кого. Дочка, пойдем поговорим. А? Пойдем поговорим. А что случилось? Просто поговорить хочу. Мы сейчас придем. Уже извините, сейчас придем. Ладно. Сейчас. Эй, Тут что-то странное происходит. Может, еще чаю? А? Да, давай. ты поняла, кто такой Саша? Ребенок родственника. Какой ребенок родственник? Ты посмотри на него, он Сережа похож. Одно лицо. Ты что говоришь? Это сын Сергея. А Салимжан? И он сын Сергея. Не может быть. Айгуль двойню родила, что ли? Какой двойня? Какой двойня? А, я поняла. У Сергея другая женщина, любовница. И она вместе с Айгуль одновременно родила ребенка. Поэтому детей двое. Ничего не понимаю. Все правильно. А семья Сергея приняла ребенка любовницы как своего. Ведь для них он и Саша, и Салимжан дети Сергея. Какой кошмар. А кто любовница-то? А то не знаешь. А кто с Айгуль вместе рожал одновременно в роддоме? Это девушка Лена? Ну, они же живут в одной квартире. Детей кормят по очереди грудью. Это что это за семья такая? Ой, не знаю. Сейчас молодежь совсем по-другому думает. Это все из американских фильмов, наверное. Ты знаешь, Айгуль, какой любимый сериал? Сикас большой город, да. Вот насмотрелась. Подожди. Надо позвать Айгуль и спросить у нее самой. Нет, Айгуль нельзя спрашивать. Нервничать будет, молоко пропадет. И так у ней голова не в порядке. Когда кормит, селедку кушает. Варенье провела. Давай Сергея спросим. Это же его любовница. Правильно. Давай, зови. Сережа, можно тебя на 2 слова? Можно. Айгуль, у вас что-то случилось? Все в порядке? Наверное. Я уже и сама запуталась. Голова кругом идет. Ты что, Люда? Сергей, у нас к тебе очень серьезный разговор. Прямо сейчас? Да, прямо сейчас. Ответь нам на один вопрос, только честно. Ладно. Саша, твой сын. Саша, это в смысле, который Саша? Саша. Сколько у нас в семье Саш? Мы видим, он тебя похож. Он твой сын. Да, Саша мой сын, но я сейчас вам все объясню. Не надо нам ничего объяснять. Мы и так уже все поняли. Скажи честно, какие у тебя отношения с этой Леной? С Леной, в смысле, вот с этой Леной? Да. Ну, вроде нормальные. Ты называешь такие отношения нормальными? Ну да. Я вообще не часто с ней вижусь, и с ней больше Айгулька время проводит. А Айгуль устраивает такие отношения? Ну, они в одном роддоме рожали. Вот и бегают друг к другу, спрашивают что-то по поводу детей. Да, и даже кормят обоих детей грудью по очереди. С какой стати? С какой стати Лена будет кормить моего ребенка грудью? Не знаю, с какой стати, но мы это видели. Слушай, Сережа, если вам нравится такой странной семьей жить, и Айгуль так хочет, это ваше дело.
Но мы сторонники нормальной традиционной семьи. И мы не хотим, чтобы Селимжан рос в такое условие, да. Мы решили забрать временно Айгуль Селимжан к нам домой жить. А, постойте, Салимжан, это в смысле, который Салимжан? У нас в семье только один Салимжан. Чего тут не понять? Вы, конечно, удивитесь, но я вообще ничего не понимаю. Мам, все в порядке? Дочка, мы приняли важное решение. Салимжан некоторое время должен пожить с нами. Я ничего не решал. Объясни сама, Айгуль. Собирайся, поедем прямо сейчас. Не поедем? Давай сюда ребенка. Не дам. Ты не имеешь никакого права. Саша твой сын, вот бери его на руки и корми. А Салимжана отдай мне. Лена, Саша твой сын? Мам, ты ничего не понимаешь. Я все понимаю. Давай сюда Салимжана. Да оставьте вы меня ради бога. Эй, Да хватит трогать моего ребенка! Айгуль, мне надоел этот балаган, но объясни ты ей в конце концов. Мам, я сейчас все объясню. Пусть она все объяснит. Я объясню. Лен, дай. Айгуль, давай. Да. Ну. Дай, не подержи. Угу. Я сейчас все объясню. Пошли. Может быть, кто-нибудь нам что-нибудь объяснит, а? Сережа? Чего? Да я и сам ничего не понимаю. Пойду хоть послушаю, может, разберусь. И чего теперь? Ой. Салимжан, кажется, описался. Помочь вам? Не надо. У меня 5 детей было. Как-нибудь разберусь. Там у них в спальне на пеленальном столике пеленочки есть. Ладно. И чтобы я мдырлай, меня. Ой, махролом мдырлай. Селимжан беду, Селимжан беду. Алло, полиция! Ребенка украли, бей! Любовница мужа моей внучки ребенка подменил. Я абсолютно ничего не поняла. Послушайте, мы сейчас все объясним. Если сможем. Произошла ошибка. Все очень просто. Вы сейчас все поймете. У нас с Сережей родился сын. В этом мы разобрались. Один сын, правильно? Один? Да, один. Прошу прощения, а чей же тогда сын Салимжан? Было бы лучше разобраться, чей сын Саша. Да это наш сын, и он один. Что значит один, если их двое? Кстати, а где Салимжан? А где она? Куда она делась? Она? Бабушка,
А, Чей это ребенок? Мой. Вот я же говорила, только наоборот. Это ее сын, а это сын Айгуль. Да ничего подобного. Это моя дочка. Дочка? Да. а зачем же вы девочку назвали Салимжан? Разве девочкам это имя тоже подходит? Ее Ольга зовут. Вот. Сама призналась. Это девочка, ее зовут Оля. Это девочка. Да, Вероника, мы знаем, что это девочка. А куда она делась, Салимжана? Да вот же Салимжан, вот. Это же Саша. Салимжан где? Да мы пока разбираемся. Я больше так не могу. Я сейчас с ума сойду. Айгуль. Я больше так не могу. Я вообще ничего не понимаю. Вы совсем что ли не понимаете? Давай быстрее, в ванну иди давай. Давай, полотенце там бери. Какой? Разберешься уж там зеленое какое-нибудь полотенце. Возьми, ну ее обтереть. Ух ты. Звонят. Ну, пойди спроси, кто. Кто там? Полиция! Ну что, открывать надо, раз полиция. Это же полиция, не шутки. Здравствуйте. Здравствуйте, проходите, пожалуйста. Участковый капитан Галеев. Очень приятно. Это у вас ребенка украли? Украли? Да нет, по моим подсчетам у нас на одного ребенка больше. Да. Ну что, разберемся? Надеемся. Давай. Пожалуйста, сюда, проходите. Наконец приехал. Арестуй ее, она украла ребенка. Никого я не крала. Подожди, девушка. Того или этого? Салимжана. А кто у нас Салимжан? Да вот Салимжан. Ага. Подождите, я что-то запутался. Запутался. Да это вы только начали. Ну подождите, разберемся. Сколько в доме должно быть детей? Двое. Двое. У вас сколько? Двое. Ну правильно. Значит, никто никого не крал. Так? Украли, Салимжана украли. Я так понимаю, у вас тут целых два Салимжана? Нет. Так, стоп, подождите. Отдайте мне мою Ольгу, пожалуйста. О, стоп. Подождите. Олю? Да. Не отдам. Пока не вернешь моя Салимжан, не отдам. Да вон ваш Салимжан. Это Саша. Саша? Так, подождите, а где Салимжан? Да вот. Вот нету Салимжан. Сумасшедший дом, я так понимаю. Так, стоп. Отдавайте мне мою Ольгу. Не отдам. Верни моя внук. Отдайте мне мою дочь! Погодите. Успокойтесь, девушка. Хватит, прекратите истерику, я вам говорю. Девушка. Лена. Чего? Нет, девушка. Лена. Нет. Ну и что было дальше? Дальше пришел полицейский, попросил нас пройти участок. Вот мы как бы и прошли. А детей с кем оставили? Кто их кормит? Дома с родителями. У них там смеси и сцеженное молоко есть. А Лена? Она домой пошла. Наконец-то. Да.
Это самая странная история в моей практике. В моей тоже. Ну и что с нами будет? А что с вами будет? Составов правонарушения не вижу. Заявление о похищении ребенка не поступало, так что идите домой. Ну тогда мы пошли? Идите. Спасибо. Спасибо, до свидания. До свидания. До свидания. Ребят, желаю вам удачно разобраться с родственниками. Спасибо. Спасибо. Лен, я... Ну что? Это тебе подарок. Стерилизатор. Ты мне купить, что ли, хочешь? Лен, прости меня. Я так виновата перед тобой. Лен, я больше так не буду, Лен. Ладно. Потом кто-то вызвал полицию. И нас забрали. Вот так все и было. Простите нас. Мы не думали, что все так выйдет. О чем вообще вы думали? Мы просто всех так любим. Мы хотели, чтобы в семье был мир.
Может, нужно было просто всем собраться и поговорить? А может быть, это было не так уж и просто? Ну, я думаю, не только они одни виноваты, да? Я вот что предлагаю. Давайте так. Было и прошло. И все забыли. А? Согласны? Но проблема-то осталась. Ребенка как-то надо называть. Какие есть соображения? Да, вот ситуация. Соображение есть у меня. Вы извините, но ребенка нельзя называть Салимжаном. Ну, честно. Почему? Ну, вы сами посудите, он будет Щербаков Салимжан Сергеевич. Ну, не звучит же. Ну, не звучит. Ладно бы у него, у отца было татарское имя. Ну, фамилия татарская. Тогда бы все было нормально. А так, он подрастет и своего имени стесняться будет. Одноклассники будут смеяться. А что тут смешного? Салимжан очень хорошее имя. Нет, конечно, хорошее. Я совершенно не возражаю. Но дети, знаете, какие злые бывают? Жестокие, злые и не всегда умные. У нас в школе одна девочка была, хорошая такая. Гульжамал Ивановна Кузнецова. Все над ней смеялись. Я тоже смеялась. А она обижалась. Зачем ты над ней смеялась? Да глупая я была. Она постоянно жаловалась, ругалась на свою маму. Говорила, зачем она меня таким именем назвала? Теперь мне с ним жить. Да. Ребенка по отцу называют. А если Саша? Александр Сергеевич. Очень нормально. Как Пушкин. Белеет парус одинокий в тумане моря голубом. Это Лермонтов вообще-то. Ладно, неважно. Ну и что? И называем Саша? Давайте ему два имени дадим. Дает же детям двойное имя. И что, и в паспорте два имени записывают, что ли? Ну да. Если ребенку давать два имени, то они должны быть или русскими, или татарскими. А у нас что будет? Александр Салимжан Сергеевич Щербаков. Это даже страннее, чем Салимжан Сергеевич. Абдул Абрамджан Педро Сергеевич Щербаков. Знаешь, ты со своими шуточками, ты, Петросян, Сашей называем. Эй, Айгуль, когда ты был маленький, кто знал, что так получится? Раз ты замуж за русского вышла, к нему жить переехала, ребенка родила. Надо ребенка по отцу имя выбирать. Значит, Аллаху так угодно. А крестить? Сашей называем. Но я все равно Искандер буду называть. Ну, что было, то было. Все, проехали. Но проблема-то все равно осталась, ребенка. Как надо называть? Какие есть соображения? Да, вот ситуация. Я думаю, сначала надо решить, в какой религии он будет. А имя потом. Пап, а обязательно сейчас ребенка в веру выбирать? Имя-то я понимаю. А зачем религию? Мы обязательно должны за него решать? Ну, ребенок ведь все равно будет в какой-то традиции воспитываться. А потом и вера придет, и имя найдется. А я ему уже детскую Библию купила с картинками.
Чтобы ребенок был или мусульманин, или христианин, мало церковь или мечеть водить. Им заниматься надо, воспитывать, много времени проводить. Ну, конечно. И кто это будет делать? Кто? Кто? Я, конечно. Я специально из деревни приехал, чтобы молодым помогать. Вы работаете целый день, живете далеко, а я пенсионерка. Вот вам до пенсии еще ведь далеко. 8 лет? 9. Вот 9. А молодым помогать нужно. Вы к ребенку по выходным будете приезжать, а я каждый день. И я ему татарские песни петь буду, сказки рассказывать. Вот так он к мусульманской вере поближе будет. Чему я могу еще его научить? Я ведь обстай. И что? Ну, пусть он будет мусульманином. Ведь исламская вера очень хороший, мирный. Очень мирный. Вон террористы чего вытворяют. При чем тут ислам? Терроризм, бандит, плохой человек. Аллах про ислам неправильно говорят. Ислам очень хороший, мирная религия. Я вот ребенка буду воспитывать, чтобы он взрослых уважал, чтобы водку не пил, когда вырастет. Вот ты, хулиган, водка пьешь, а он не будет. Это я? Да я совсем чуть-чуть и редко. Видал я твой чуть-чуть. Да я, да на самом деле я очень мало. Я ребенка научу все религии уважать. Я к христианам очень хорошо отношусь. Вот, Айгуль, ты пришла ко мне и сказала: бабушка, я замуж за русского выхожу. Я что тебе сказала? Выходи, он хороший человек. А что будет потом? Когда потом? Ну, с ребенком потом. Когда я умру, что ли? Да ну что вы, я не это имела в виду. Ну, потом, как Аллах захочет. Ну, что? Ладно. Ладно. Пусть ребенок будет мусульманином. Значит, Салимжан? Я только вас умоляю, ну, пожалуйста, ну, только не Салимжан. Ну, сами посудите, но он будет Салимжан Сергеевич Щербаков. Ну, давайте какое-нибудь другое имя придумаем. Ну, короче. Тимур. Тимур Сергеевич. Нормальное имя? Как вы думаете? Да вообще нормально. Ты как? Тимур так Тимур. Ну, хорошо. А родители? Чего думают? Вроде нормально. Мне тоже нравится. Нравится? Ну что, все? Значит, Тимур. Я вот что предлагаю. Было и было. Все. Все забыли. Согласны? Спасибо. Нормально. Правда, проблема осталась. Ребенка как надо называть. Какие есть соображения? А может, ему дадим такое имя, которое бы всех устраивало, и русских, и татар? Булат. Ну, я не знаю. Булат. Альберт, может, у меня на работе. Помнишь, один есть Альберт, татарин? Да ну. Не, мне не нравится. Мне тоже. Я не знаю. Какие есть еще универсальные имена? Руслан, Артур, Марат. А мне Артур нравится. Мне тоже нравится Артур. Тебе как, мам? Артур. Красивое имя. Так что, все за Артура, что ли? Кто за то, чтобы его назвать Артур?
Артур Сергеевич. Ну все, отлично. Осталось теперь только разобраться с вероисповеданием ребенка, и все. Мы вообще хотели предложить, пусть ребенок сам веру выбирает, когда вырастет. И кто ему эту веру прививать будет? Но мы-то в религии не разбираемся. А вы, если хотите, приходите, читайте, рассказывайте там, ну, мы не против. Кто за то, чтобы ребенок сам выбрал себе веру? Ты че? Я не понял, ты чего? Вот. Ладно, только я буду приходить и читать ему детскую Библию. Девани. Все волей Всевышнего. Если Аллах захочет, чтобы ребенок стал мусульманином, он станет. И никто ему не помешает. Это значит, да? Да.